Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Создание общей валюты для стран Евразийского союза – вопрос отдаленного будущего, заявил Путин во время прямой линии. Главным условием является достижение странами-членами равного уровня экономического развития. Нам нельзя ни в коем случае допустить ошибки, которые допустил Евросоюз, когда ввел единую валюту, а уровни экономик стран сильно друг от друга отличаются. В Казахстане появилось специальное приложение для смартфонов, позволяющее разблокировать запрещенный в стране портал «Медуза». Извините, да, пафосное слово «миссия», то есть за распространение информации. И каждый, кому эта информация нужна, мы считаем, должен эту информацию получить. Громкий скандал в Москве. Министерство сельского хозяйства России отнимает у знаменитой Тимирязевской академии опытные поля, на которых вот уже 1,5 века занимаются студенты. Это не все понимают, но это легкий город Москвы. Создание единой евразийской валюты может произойти только после того, как страны-члены ЕАЭС достигнут определенного уровня экономического развития. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время ежегодной прямой линии. Он также подчеркнул, что это вопрос отдаленного будущего. Это, наверное, когда-то станет возможным, но на том этапе, когда уровни развития экономик и структура экономик стран, входящих в Евразийский экономический союз, сравняются. Нам нельзя ни в коем случае допустить ошибки, которые допустил Евросоюз, когда ввел единую валюту, а уровни экономик стран сильно друг от друга отличаются. Сейчас в Евразийский экономический союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения. Возможно также принятие в этот блок Таджикистана. Для стран ЕАЭС установлена зона беспошлинной торговли товарами и услугами. Также ими координируются действия в развитии своих экономик. В частности, установлены общие стандарты и технические регламенты. Во время прямой линии звонки поступали со всей России. Люди говорили о наболевшем. Вопрос такой, один из немаловажных. Это наши дороги. Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии. Яма на яме. Уже через час после этого звонка власти Омской области, откуда поступила жалоба, пообещали, что все отремонтируют. Во время своего общения с россиянами Путин также заявил, что Турция не является враждебным государством, а Россия не окружена врагами. Президент отдельно коснулся ситуации в Сирии и еще раз призвал сирийский народ активно участвовать в процессе мирного урегулирования в стране. В Сирии прошли парламентские выборы. Активисты, повстанцы и западные правительства называют их фарсом и считают признаком того, что сирийский президент Башар Асад не намерен подавать в отставку. Итоги выборов станут известны на этой неделе. Однако сюрпризов не стоит ожидать. В новом парламенте, как и в прошлом, который был избран на заре антиправительственных волнений 5 лет назад, будет доминировать правящая партия Баас и ассоциированные с ней политики. Выборы проходили в тех районах страны, которые контролируются правительством. Курды и сирийская оппозиция их бойкотировали. Западные страны, к которым присоединились и арабские государства, противостоящие режиму Асада, утверждают, что проводить выборы в стране, большую часть которой правительство не контролирует, нелегитимно. За 5 лет войны в стране по меньшей мере 4 миллиона сирийцев стали беженцами. А министр иностранных дел России Сергей Лавров, напротив, увидел в проведении выборов путь к будущему политическому урегулированию в стране. Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция, на базе которой будут проведены новые досрочные выборы. Но пока этого не произошло, нельзя допустить какого-либо правового и вакуума в сфере исполнительной власти в Сирии. Тем временем сирийская правительственная армия при поддержке иранских солдат и бойцов ливанской Хизбаллы готовит наступление на Алеппо, в окрестностях которого уже идут бои. Это происходит на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между оппозиционными силами Сирии и представителями правительства Асада по урегулированию ситуации в стране. Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны конфликта должны были прекратить боевые действия, а наступление сирийской армии на Алеппо сейчас приведет к прекращению относительного спокойствия в этой стране.
Казахстанские пользователи интернета получили доступ к информационному сайту «Медуза». Он был заблокирован в республике в октябре 2014 года после публикации материала о русской общине в восточно-казахстанском городе Усть-Каменогорск. Редакция «Медузы» выпустила специальное приложение, которое позволяет обойти блокировку. Пока только для Android, но в скором времени появится и для приложения на iOS. Собственно, Казахстан стал для «Медузы» тестовой площадкой, где будет отрабатываться механизм обхода блокировок, потому что именно в этой стране сайт был закрыт для доступа. Тему продолжит Дмитрий Беляков. Казахстанцам вновь доступен информационный сайт «Медуза». Редакция заблокированного по решению суда сайта выпустила специальное приложение для мобильных устройств, которое обходит запрет. Приложение на базе Android доступно в Play Market. После запуска появляется всплывающее окно с надписью «Кажется, вы в Казахстане. Медуза тут заблокирована. Разблокировать?» Также главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в почтовой рассылке сообщил читателям ресурса, что заблокировать данное приложение будет очень проблематично. Редакция надеется на стабильную работу программы и объясняет, почему «Медузе» так важна казахстанская аудитория. Нам важна по двум причинам. Во-первых, это, в принципе, наша, пафосное слово, миссия, то есть распространение информации. И каждый, кому эта информация нужна, мы считаем, должен эту информацию получить. Это не только история про Казахстан, это история про то, что мы делаем, если у нас блокируют в какой-либо стране сайт. Эти технологии нам важны будут, но если, не дай бог, это случится в какой-нибудь еще стране, не будем показывать на них пальцами. Напомним, что базирующийся в Латвии сайт meduza.io был заблокирован после искового заявления от Комитета по связи и информации Министерства по инвестициям и развитию. Камнем преткновения стал материал журналиста Ильи Азара о жизни русской общины в Усть-Каменогорске, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Экспертиза усмотрела в материале разжигание межнациональной розни и призывы к нарушению территориальной целостности страны. Суд постановил закрыть ресурс. Политолог Расул Жумалы, комментируя настоящему времени прецедент с «Медузой», подчеркивает, что несмотря на то, что в Казахстане существует опыт блокировки нежелательных ресурсов и законодательная база позволяет, при этом контрмеры со стороны государства не соответствуют желаемому результату. Выборочно некоторые сайты блокируются после того, как появляется общественный резонанс, как это начинает обсуждаться в социальных сетях. Между тем, многие подобные ресурсы, они действуют без всякого внимания со стороны спецслужб, пока где-то гром не грянет, да? С точки зрения закона, механизм контрмер казахстанских властей на обход запрета «Медузой» понятен, говорит юрист Сергей Уткин. Истец, Комитет информации и связи, должен обратиться к судебному исполнителю. Тот, опираясь на решение суда, потребует исполнения от провайдеров, а они дадут ответ, в силах ли заблокировать данное приложение. Если да, то сайт будет заблокирован в течение нескольких дней. А если окажется, что технических возможностей не хватает, придется вмешаться Министерству по инвестициям и развитию и заказать техническую экспертизу. Процесс может затянуться на долгий срок, и все это время приложение будет доступно для казахстанских пользователей. Если бы это было, да, КМБшники, полицейские, да, вот так вошли быстренько в любой компьютер, ну-ка, что там у меня стоит Тор, например, да, стоит. Ах, у тебя Тор стоит, который дает возможность обойти, там, и ты можешь там ту же республику читать, да, я ее спокойно читаю с этим Тором. Вот и все, да, то есть как бы и, пожалуйста, да, давайте теперь вас к ответственности привлекать. И так можно каждого второго казахстанца. Самый известный пример блокировки ресурсов в Казахстане – «Живой журнал», который был недоступен с 2008 года, а официальное решение суда появилось только в 2011. Блок-платформа стала открытой в конце прошлого года. Наиболее громкий резонанс вызвала недавняя блокировка популярного видеохостинга Vimeo.com за пропаганду идей экстремизма и терроризма. После активной месячной кампании в социальных сетях доступ к ресурсу был восстановлен. По данным Комитета связи, информации и информатизации, в Казахстане заблокировано уже более 1000 сайтов. Основная масса по результатам официальных экспертиз содержит порнографический контент, экстремистские призывы или признаки разжигания межнациональной розни. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Уровень жизни казахстанцев начал стремительно падать вместе с ценами на энергоносители, от которых зависела вся экономика республики. Улучшение ситуации, по мнению мировых аналитиков, не предвидится. В этом году они прогнозируют Казахстану нулевой рост экономики и дальнейшее повышение инфляции на 10%. Как выживают в условиях экономического кризиса казахстанские предприниматели? В репортаже Рейтер. 3 года назад Илья Ильинский открыл в Алма-Ате небольшое ателье. 4 швейные машинки обошлись в $12 тысяч. За производство нижнего белья взялись всей семьей. Илья с женой шьют, сын занимается интернет-магазином, дочь отвечает за разработку новых моделей.
Бизнес пошел в гору. Через год ильинские расширились. Наняли больше сотрудников, в ассортимент добавили спортивную одежду. Футболки с национальными мотивами разлетались на ура. В 2014 году семейный бизнес приносил 2,5 миллиона тенге в месяц. Это больше 7 тысяч долларов. В 2015-м доходы резко упали. Снижение цен на нефть и ослабление рубля привели к резкой девальвации тенге. Национальная валюта обесценилась по отношению к доллару почти в 2 раза. В тенге наша ткань подорожала в 2 раза. Это очень сильно, конечно. Мы же все покупаем за доллары. У нас, к сожалению, в стране пока еще, я надеюсь, что это будет, но пока еще нет хороших тканей, которые нужны для нашего именно производства. Оборудование, комплектующие и даже нитки ильинские покупали за рубежом. Цены на изделия пришлось поднять. Продажи сразу упали. Производство практически остановилось. Много без работы сидели. Прям вот в течение прошлого года, это чуть ли не полгода мы вообще не работали. Только не так, а так вот временами вышли, поработали, потом опять. Многие девочки ушли, не выдержали. Я их прекрасно понимаю, конечно, надо семью кормить. Не понимает только Илья, когда закончится эта черная полоса. Ведь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце прошлого года предупредил: настоящий кризис еще только наступает. Казахстанские производители одежды обратились за помощью к министру образования. Они просят ведомства посодействовать в популяризации школьной формы, произведенной в республике. Однако многим родителям она просто не по карману. Подробности в репортаже наших казахских коллег из радио «Азаттык». Дефиле перед министром образования Ирланом Сагадиевым. Школьники демонстрируют образцы формы казахстанского пошива. По данным Министерства по инвестициям и развитию, на покупку школьной формы в стране ежегодно тратят 30 миллиардов тенге. В Палате предпринимателей Атамекен говорят, что лишь 7% школьной формы made in Казахстан, остальное – импорт. И поэтому колоссальные средства утекают в Китай и Турцию. В Палате предпринимателей хотят, чтобы при содействии Министерства образования и науки каждая вторая покупаемая школьная форма была местного производства. Вы, как Министерство образования и науки, будете проводить мониторинг доли казахстанского содержания в каждой школе по закупаемой форме. Вы знаете, директора и родительские комитеты повернутся лицом. Вот это самое главное. А так сегодня их не... по закупке казахстанского этого. Но с другой стороны, директора могут в школу сказать: слушайте, нашим детям нравится именно вот это. Нет, как так нравится? Пусть дадут требования, производители сделают. Швейные предприятия импортируют ткань из России, Беларуси и Украины. Они говорят о готовности исполнить любые пожелания родителей относительно образцов школьной формы. Также мастера заявляют, что цены на форму могут быть снижены без ущерба качеству. Мы можем менять, например, подклад делать не полностью на изделие, если надо занизить немножко себестоимость, уменьшить, использовать более дешевую фурнитуру, но от этого качество не пострадает. Родители не против того, чтобы их дети носили одежду казахстанского производства. Однако они хотят, чтобы школьная форма была не только качественной, удобной и практичной, но и приемлемой по цене. Раньше мы покупали форму по цене 12-13 тысяч тенге на старшеклассников. Стоимость этой формы составит порядка 50 тысяч тенге. Это очень дорого. У некоторых родителей по 5-6 детей школьного возраста. Если цена формы 50 тысяч тенге, то 300 тысяч тенге семья не найдет. Директора школ говорят, что предложат родителям приобретать одежду казахстанских производителей. Однако окончательное решение остается за родителями. Новые требования к обязательной школьной форме утвердили в Казахстане 14 января этого года. Айнур Алимова, Руслан Бутайлов, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ. Далее в программе. Громкий скандал в Москве. Министерство сельского хозяйства России отнимает у знаменитой Тимирязевской академии опытные поля, на которых вот уже 1,5 века занимаются студенты. Это не все понимают, но это легкий город Москвы. Карагачевая роща, большой парк на севере Бишкека и излюбленное место отдыха жителей столицы Кыргызстана постепенно уничтожается. Как сообщает информационный портал Клоп-Кейджи, 40% парка отдано под строительство жилья, проектирование или самовольно захвачены. Как это происходило в последние 10 лет, наглядно показали журналисты сайта. По их данным, за последние 20 лет площадь парка сократилась с 216 гектаров до 130. С 2007 по 2008 годы на территории рощи незаконно было выдано под строительство 322 земельных участка. В 2014 году начались судебные процессы по делам о 37 незаконно выделенных участках, однако все они были прекращены. Парк находится под охраной государства как памятник истории и культуры, и строительство на его территории было запрещено до весны 2015
года. Однако в марте того же года были внесены изменения в закон, согласно которым строительство на территории памятников истории и культуры стало возможно с разрешения государственного органа по охране памятников. Громкий скандал в Москве вокруг знаменитой Тимирязевской академии. Министерство сельского хозяйства России отнимает у нее опытные поля, на которых студенты в течение уже 150 лет проходили практику. Более сотни гектаров столь лакомой для девелоперов земли на севере Москвы хотят отдать под жилую застройку. Тимирязевке взамен предлагаются участки Подмосковья. Студенты и преподаватели выступают категорически против. С подробностями Вадим Кондаков. Мы с вами находимся на полевой опытной станции, основанной в 1867 году. Это старейшее подразделение университета. Это как раз база для проведения практик студентов, база для отработки новых технологий. А вот озимы впереди, зелененькие. Прям такой квадрат выделяется. Да, это наше опытное поле с озимами. Вот у озимых зеленые листочки. Они уже сейчас вырабатывают кислород для города Москвы. А растения, многолетние растения, они еще не проснулись. Таким образом, 1 гектар озимых культур равен 2 гектарам лесонасаждений по выделению углекислого газа. То есть можно сказать, что это не все понимают, но это легкие города Москвы. То есть фактически из города Москвы сейчас пытаются изъять 100 гектар легких. Вам предлагали, насколько я понимаю, Академии территория за пределами Москвы, где-то в Подмосковье. Почему не подходят подмосковные земли для Тимирязевской академии? Почему важно, чтобы именно здесь они... Вы мне объясните технически. Вот у нас студенты пришли на занятия, да? Первая пара растениеводства, вторая пара земледелия, третья пара сельскохозяйственной машины. Они пришли на растениеводство, вышли в поле, отобрали растения, отнесли в лабораторию, проанализировали. Занятия закончились. Они приходят к другому преподавателю земледелия, вышли в поле, отобрали образцы, в лаборатории их проанализировали, посмотрели. Потом пришли на сельскохозяйственные машины, другой преподаватель с ними вышел в поле настраивал сельскохозяйственные машины. Это что же, в течение дня они 3 раза должны съездить туда? Тогда мы говорим о том, что там тогда инфраструктуру надо построить такую же. Ну, давайте построим такую же Тимирязевскую академию где-то в другом месте, посчитаем, сколько это будет стоить, да, а потом будем обсуждать. Но этого же нет. Учебные корпуса здесь, а поля неизвестно где. Вот премьер Медведев уже заявил о том, что этот вопрос необходимо тщательно обсудить, прежде чем принимать решение. Как вы думаете, вас услышали? Пока реальных действий мы не видим. Землю у нас отняли. У меня, как у заведующего, нет юридических никаких оснований проводить на этой земле сейчас опыты. К Альфе Центавра отправятся мини-корабли. Альфа Центавра – это звездная система, состоящая из 3 звезд. Благодаря их яркости тройную звезду можно увидеть с Земли даже невооруженным глазом. На современном космическом корабле добраться до нее можно более чем за 1 миллион лет. Но ученые придумали другой способ. Мини-корабли, которые весят всего несколько граммов и оснащены солнечными парусами, будут разгоняться с Земли лазерным лучом. В результате они смогут развить скорость в 161 миллион километров в час. С подробностями Артем Сторонов. Российский предприниматель Юрий Мильнер и английский физик Стивен Хокинг во вторник объявили о старте совместного проекта Breakthrough Starshot. В его рамках планируется запускать миниатюрные космические корабли к звездам. Как пояснил Мильнер на пресс-конференции в Нью-Йорке, главная проблема покорения Вселенной в настоящее время – это ограниченная скорость полетов. Например, для того, чтобы достигнуть звезды Альфа Центавра, она находится примерно в 4 световых годах от Земли. Современным космическим кораблям потребуется десятки тысяч лет. По словам предпринимателя, решить эту проблему можно в 2 шага. Полностью избавиться от топлива, составляющего основную массу кораблей, и уменьшить размеры самих аппаратов до нескольких сантиметров. Прототип такого корабля был представлен на пресс-конференции. Мильнер назвал его «космический чип». Размером он с почтовую марку и представляет собой одноплатный компьютер с датчиками, камерой и трансмиттером. Приводиться в движение он будет при помощи паруса из наноматериала. На него будет направляться сфокусированный лазерный луч, который позволит разогнать устройство примерно до 1/5 скорости света. Тогда корабль достигнет Альфа Центавра всего за 20 лет. Юрий Мильнер отметил, что необходимые для создания таких аппаратов технологии появились сравнительно недавно.
Предполагается запускать за один раз несколько сотен или тысяч космических беспилотников к каждому объекту. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте kareentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.